Если товар произведен на территории Российской Федерации и при этом наш участник внешнеэкономической деятельности предоставляет сертификат номер СТ1, так называемый СТ1, то он освобождается от таможенной пошлины. Компании «Флагман», честно говоря, это не коснулось. Потому мы в этом плане можем сказать, что у нас какого-то повышения цен по этому поводу, грубо говоря, не намечается, и ничего подобного мы делать не будем. Рабочая группа была создана в связи с обращением к Валерию Рамшуховичу представителей мелкого и среднего бизнеса. Пришла делегация наших граждан и попросили изучить этот вопрос. Граждане высказали мнение, что данная мера приведет к значительному увеличению стоимости продукции, которую они реализуют. С 1 января 2025 года в Абхазии начали действовать новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную территорию республики. Обязательства по реализации программы Абхазия взяла на себя по договору с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Это очередной этап по гармонизации абхазского законодательства с российским, в данном случае в сфере таможенного дела и Евразийского экономического союза. В 2023 году Абхазия перешла на товарную номенклатуру ЕАЭС. На основании вот этого большого договора была утверждена программа формирования общего социально-экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства, в том числе и таможенного. Была проделана нашими должностными лицами очень огромная работа, и в частности самый главный закон, который был принят в Абхазии в деятельности таможенных органов, это таможенный кодекс. Да, это серьезный документ, который прошел все инстанции, был согласован и принят нашим парламентом, подписан президентом. В 2020 году была подписана вот эта программа формирования нашим руководством и руководством Российской Федерации. И в 2024 году, в феврале-марте месяце, была переутверждена эта программа уже на основании того, что ряд пунктов этой программы был выполнен. Поэтому была подписана программа тоже руководством и нашим, и российским. И во исполнении пункта 14 этой программы, значит, Федеральная таможенная служба Российской Федерации направила в адрес абхазской стороны товарную номенклатуру с ввозными таможенными пошлинами, которые применяются на территории Евразеса. То есть это 5 государств, которые подписали соглашение. Поправки, внесенные постановлением правительства от 31 мая 2024 года, коснулись большей части товарных позиций, говорит Аля Слабахуа. Ставки пошлин были увеличены с 2 до 3%. Если посчитать общее количество, значит, товаров, указанных в данной номенклатуре, общее количество составляет около 13 тысяч наименований. То есть вы представляете, да, какой объем. Это просто, значит, в каждой есть группы, есть подгруппы, есть позиции, есть подсубпозиции. То есть, если все вместе посчитать, то получается около 13 тысяч наименований. Далее были подписаны ряд протоколов, и вот на основании во исполнении положения протокола вот этой комиссии, которая работала между российской и абхазской стороной, в котором принимали участие, руководителем была министр экономики, есть министр экономики, я принимал участие в этих, значит, заседаниях, в этих комиссий. Российская сторона проинформировала абхазскую сторону о необходимости гармонизации ставок ввозных таможенных пошлин на уровне 51% от общего количества. То есть вот от того, что я сказал, до 51% до 1 января 2025 года. В связи с этим, значит, в мае 2024 года было издано постановление Кабинета министров, в котором утверждался таможенный тариф в Республике Абхазия на ввозные таможенные пошлины. Если говорить о самой процедуре, да, вернее, о ставках, которые применяются, хотелось бы отметить, что от общего товарооборота Республики Абхазия, который составляет вот на этот год 57 миллиардов рублей, 41 миллиард, то есть около 72%, приходится на торговлю с Российской Федерацией.
Остановиться на конкретных позициях потребительской корзины, да, то здесь увеличение ставок таможенных пошлин составило от 2 до 3%. Вот в частности могу перечислить, что касается вот мяса, да, значит, ну, осталось на том же уровне 2%, рыба с 2 до 3%, значит, молоко до 3%, яйца птиц до 3%, овощи, фрукты, значит, и так далее с 2 до 3%. Мука пшеничная как беспошлинная была, так беспошлинная осталась. Гречиха с 2 до 3%. Мясо подсолнечное с 2 до 3%. Есть, конечно, позиции, которые поднялись значительно. Ну, допустим, недрагоценные металлы, изделия из них от 2 до 5%. Машины, оборудование, механизмы от 2,3% до 5%. Далее, значит, летательные аппараты, плавучие средства от 3%, от 3-5% до 5-10%. Инструменты, аппараты оптические, фотографические, кинематографические от 2 до 5%. Значит, произведение искусства, ну это понятно, там беспошлино. То есть соотношение примерно такое. В первой строчке торговых партнеров Абхазии – Россия. Доля товарооборота между двумя странами составляет около 72%. Так вот, в соответствии с соглашением о режиме торговли, при ввозе в Абхазию товаров, произведенных в России, таможенная пошлина не взимается. Однако воспользоваться этой льготой могут предприниматели с сертификатом происхождения товаров, так называемой формой СТ1. Если товар произведен на территории Российской Федерации и при этом наш участник внешнеэкономической деятельности предоставляет сертификат номер СТ1, так называемый СТ1, то он освобождается от таможенной пошлины. То есть вот эти перечисленные мною проценты, перечисленные ставки таможенных пошлин на него не распространяются. Прошу вот это, значит, для понимания, всеобщего понимания и не создания ажиотажа, как говорится, вокруг этого вопроса. Вот из этих 70, вот из этого 41 миллиарда в прошлом году форму СТ1 нам предоставили около 70% поставок в Республику Абхазия. Что касается машин, автотранспортных средств, которые перевозят мелкие партии товаров, ну, не всегда, хотя есть случаи, и это неоднократный случай, когда они предоставляют форму СТ1. Вот. Ну, естественно, не все могут эту форму предоставить, но есть правила, есть закон, есть нормы, есть международные соглашения. К сожалению, большому выйти за рамки этих соглашений мы, как исполнители решений нашего руководства, нашего правительства, мы не имеем права. Поэтому, да, существует такая, но еще раз говорю, что еще раз вернусь к той же цифре, да, из того товарооборота, который существует с Российской Федерацией, да, 70% предоставляют форму СТ1 и освобождаются от всех таможенных платежей. Одной из крупных оптовых компаний Абхазии – «Флагман». Таможенные изменения не коснулись. «Флагман» более 20 лет занимается поставками в республику из России социально значимых продуктов питания. Оптовые закупки осуществляются непосредственно у производителей. Поэтому подтвердить страну происхождения предлагаемого к поставке товара не составляет труда. Мы уже много лет занимаемся тем, что завозим подакцизные товары, имеется в виду алкоголь. Кроме того, завозим разного рода соки, завозим такие продукты, как, например, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия, крупы. Ну, в этой сфере дело в том, что мы работаем, как правило, с производителями российскими, имеется в виду, если мы говорим о продуктах питания. И работаем, еще раз повторюсь, с производителями, они нам предоставляют сертификат СТ1. Потому мы, естественно, эти пошлины и не платили, и не платим, и навряд ли будем платить. Это первый момент. Из-за того, что мы предоставляем сертификат СТ1, а там в соответствии с договором между Россией и Абхазией, товары, которые идут с сопровождением сертификата СТ1, таможенными пошлинами не облагаются. Это первый момент. Второй момент, вообще, честно говоря, если опять-таки говорить о муке, подсолнечном масле, макаронных изделиях, крупах, это такая линейка продуктов, где пошлины не было, и на сегодняшний день
затрудняюсь ответить, есть ли какое-то повышение, но даже если оно есть, насколько я знаю, оно несущественно. Там, может, если где-то на каком-то виде 1% поднялся, не более того. Вот. Это такая линейка продуктов, которые пошлинами, как правило, не облагаются. Вот. И компании «Флагман», честно говоря, это не коснулось. Потому мы в этом плане можем сказать, что у нас какого-то повышения цен по этому поводу, грубо говоря, не намечается, и ничего подобного мы делать не будем. Какой объем внутреннего рынка вы можете охватить? Ну, мне тяжело сказать весь объем, оно тоже меняется от сезона к сезону. Ну, например, мы работаем с компанией «Макфа». Компания «Макфа», она достаточно известна и в России, и в Абхазии. В Абхазии компания «Макфа» покрывает через нас, через своих дистрибьюторов, достаточно большой объем. Практически вы можете пойти в каждый магазин, и там присутствует компания «Макфа», то есть имеется в виду в качестве и в виде своей продукции. Ну, вот и весь объем, судите сами, да, то есть начиная от Гальского района, заканчивая Гагарским районом, всю Абхазию снабжаем. Это и мука, и макароны, и, еще раз повторюсь, крупы. Вот как-то так, вот объемы значительные, конечно. Но не все так просто. Новые ставки таможенных пошлин коснулись тех, кто завозит товар из других стран, в том числе из Турции и Белоруссии, а также предпринимателей, которые торгуют одеждой и обувью. Чаще всего они не могут предоставить сертификат СТ1 при перемещении продукции через госграницу. Это ударит по карману среднестатистического потребителя, следовательно, отразится и на уровне продаж. Первыми свое недовольство высказали работники вещевых рынков. Они пришли на прием к исполняющему обязанности президента Валерию Бганба и попросили его пересмотреть ставки. Исполняющий обязанности президента создал рабочую группу, которая должна проанализировать и выработать предложения по корректировке новых ставок таможенных пошлин. Если это сделано с целью того, чтобы наш мелкий и средний бизнес вообще умер, мы как государство не должны это поставить. Замминистра экономики Теймурас Миквабия рассказал членам рабочей группы об истории вопроса. В переписке, которую мы предоставили, российская сторона предлагала обратить внимание наиболее на перечень товаров, которые для Республики Абхазии являются наиболее значимыми, повышение стоимости которых может оказать наиболее негативное воздействие. Анализировали по данным Государственного таможенного комитета те товарные позиции, по которым завозится наибольший объем товаров, и старались вот эти две группы товаров либо изменять ставку минимально, вот как большая часть товарных позиций затронута изменение с 2% до 3%, то есть плюс 1% к расходам, и есть часть позиций, которые не меняли совсем. Вот что касается сахара, например, это в каждом случае необходимо открывать товарную группу, изучать каждую подсубпозицию. Есть, например, позиция, если я правильно помню, название «сахар-сырец». Там была ставка 0%, она так и осталась. Страдают не те, кто занимается ценой номенклатурой, а именно вот этот малый бизнес, который сталкивается с этим завозом, потому что они привозят без документов товар, да? Соответственно, вы применяете. Председатель правления Торгово-промышленной палаты Абхазии Астамур Гагуля пояснил, при каких условиях не начисляется таможенная пошлина. У нас два соглашения, по-моему, с Сирией и с Россией. Я не могу сказать, в каком количестве компании или предприниматели предоставляют, это, наверное, лучше вопросы таможенным органам. То есть по практике достаточно много предпринимателей представляет этот сертификат СТ, за счет чего им не начисляется таможенная пошлина. Это преференции в рамках межгосударственных соглашений. Поэтому вот, я думаю, вот эти предприятия как бы не коснется на первом этапе, но если будет общее повышение цен, конечно, это все будет как бы подтягиваться. Члены рабочей группы на первом заседании обменялись мнениями. По словам председателя группы Давида Сангуля, в последний день рабочей недели будут даны предварительные выводы по данному вопросу. Данная рабочая группа была создана в связи с обращением к Валерию Рамшуховичу представителей мелкого и среднего бизнеса. Пришла делегация наших граждан и попросили изучить этот вопрос. Граждане высказали мнение, что данная мера приведет к значительному увеличению стоимости продукции, которую они реализуют.
то таможенный комитет, в принципе, заверил, что значительного увеличения стоимости товаров не будет, что на несколько процентов рост пошлины, например, не может привести к росту стоимости товара на 30, 40 или 50%. Сейчас немного некорректно озвучивать какие-либо цифры, потому что это повышение произошло только с 1 января 2025 года. Очень мало времени прошло, плюс много было выходных дней. Нужно время для того, чтобы проанализировать. И таможенный комитет как раз этим и займется. Между тем, по приблизительным подсчетам, повышение ставок таможенных пошлин даст бюджету дополнительные 450 миллионов рублей. Если посчитать доходы от ввозных таможенных пошлин, которые действуют с 1 января, ну, ориентировочно это около 400-450 миллионов рублей. За счет чего эта сумма формируется? Потому что, во-первых, цены в Российской Федерации, да и в других странах не стоят на месте. Они каждый раз поднимаются. Мы исчисляем все эти платежи от таможенной стоимости товара. Что является таможенной стоимостью? Таможенной стоимостью является стоимость самого товара плюс затраты по транспортировке. Стоимость товаров постоянно растет. Вы, слава богу, наши граждане, грамотные люди всегда видят и читают в средствах массовой информации, на различных интернет-источниках, да и по телевидению об этом говорят, о том, что почти на все группы товаров поднимаются цены. Мы исходим из, еще раз повторюсь, да, таможенный платеж, таможенная пошлина исчисляется именно от стоимости товаров плюс транспортировка. Если транспортировка остается, допустим, на том же уровне, как и в прошлом году, да, там, ну, гипотетически представим 10 тысяч рублей, да, так просто я говорю, да, то стоимость товара поднимается. Вот от этой стоимости получается платеж. То есть здесь, так скажем, накручивание, да, со стороны государства, ну, и, честно говоря, я не вижу. Еще раз повторюсь, мы работаем не с оптовиками, мы работаем с производителями. Да, у них бывает повышение цен, особенно на подсолнечное масло, вот часто поднимаются цены, а потом они бывают опускаются, то есть бывает и такое, да. Вот. Но тем не менее, какого-то такого повышения цен в России у российских производителей тоже пока мы подобного не видим. Да, ну где-то, если знаете, это работа, ну где-то вот в какой-то момент мы завозим что-то, там цена может дешевле, потом она может подняться, да, такое бывает. Но в принципе, пока наши производители вот сейчас с начала этого года ни о чем таком нас не оповещали. Так что для нас, например, для компании «Флагман», еще раз повторюсь, особо в ценах ничего не меняется. Для автолюбителя есть хорошая новость. Ставка таможенных платежей при ввозе автомобиля из дальнего зарубежья меняться не будет. Это достигнуто в результате долгих переговоров. На автомашины осталась та же ставка таможенных пошлин, таможенных платежей всех, которые были до декабря 2024 года. Никаких изменений по автотранспортным средствам нет. Это контакты с нашими коллегами. Это объяснение им ситуации, отстаивание своей позиции, объяснение им ситуации на сегодняшний день. Вот. Ну, естественно, нас поняли, нас услышали. Вот. Пока на том же уровне, на котором и в ближайшее время, я сомневаюсь, что будет какой-то подъем. Для удобства и оперативности на госгранице используется новая программа расчета таможенных платежей и стоимости товаров, уточнил Аляс Лабахуа. Мы исполнители, понимаете, этого документа, мы исполнители, тот орган, который занимается пополнением государственного бюджета и довольно значительным пополнением. Вот, была проделана определенная работа, очень серьезная работа по изменению программы, потому что вы сами понимаете, сегодня уже другие времена, что вручную это все не вводить. Наши технические работники провели очень большую работу по, так скажем, заливке, ну, на их языке так называется, по заливке нашей программы новыми ставками таможенных платежей. Это серьезная работа была, это чуть ли не в новогоднюю ночь работали, потому что с 1 января с 12-24 часов должна была эта программа заработать, и уже товары, поступающие с этого времени, уже попадали под новые ставки. То есть здесь эта программа распространяется и на всех брокеров, которые занимаются оформлением этих товаров. То есть у них тоже есть доступ к этой программе.
они автоматически, эта программа высчитывает и так далее. Самое главное, почему эта товарная номенклатура вообще существует, это для определения точного наименования товара, чтобы он, иногда бывает в одной позиции или, значит, в одной группе товары, которые на языке, значит, по названию могут быть одинаковые, но один из них может не попасть под пошлину, второй может попасть. Поэтому здесь четкое распределение, должно быть четкое определение наименования товара. И попадает он под пошлину или не попадает. При предоставлении этого сертификата на таможне, вот, получается, наша абхазская таможня не взимает таможенные пошлины, соответственно, с российских товаров. А почему именно российские? Потому что договор у Абхазии именно с Россией. Ну, нас пока признала только Россия из таких стран. Нет, признал еще кто-то, да, там Сирия, Венесуэла. Но я же говорю о работе непосредственно. Мы непосредственно работаем с производителями. И производителю всегда легче этот сертификат предоставить. Потому что, соответственно, производитель обращается в компетентные органы Российской Федерации, получает этот сертификат и выдает нам его. И при импорте товаров в Абхазию мы не платим пошлин за этот товар. В соответствии с договоренностями, гармонизация таможенного тарифа будет осуществляться поэтапно. Ну а к пятнице рабочая группа должна сделать выводы, какой экономический эффект ожидать от повышения ставок, и представить свои предложения по этому вопросу.